экспертка по репродуктивному здоровью. Я, наверное, начну с рождения. Мы тебя забираем тогда в Фрунзе. Какие сложности были на пути? Стоять у истоков и ее развивать – это вот самая основная проблема. Это очень большая работа на самом деле, да? Целых 30 лет. Совместно садимся за круглый стол и обсуждаем любой проект. Работать над сложными, важными проектами. По данным Статкома, среди специалистов с высшим уровнем квалификации 66% составляют женщины. Это женщины с глубокими знаниями и навыками. Женщины-экспертки, которые вносят большой вклад в развитие общества и решают сложные задачи. Наша серия подкаста посвящена таким женщинам. Я с вами Кундус Чикшенкызы и наша гостья Бактыгуль Баталовна, экспертка по репродуктивному здоровью, по вопросам гендерного равенства, директор общественного фонда «Альянс планирования семьи», PhD. Добро пожаловать. Для начала я бы хотела у вас узнать, расскажите, как вы из медицины, здравоохранения перешли в общественную деятельность? Я, наверное, начну с рождения. С детства у меня была вообще мечта стать врачом. Параллельно у меня мама работала ветеринарным врачом. И видя, как она вообще проводит процедуры с животными, инструменты, вот это меня с детства прям завлекало. Потом у меня случилась проблема с моим здоровьем. Мы жили тогда в селе, и доктора не могли мне поставить диагноз. Я помню, они пришли к такому консенсусу, что надо делать пункцию. И мама сказала: нет, никакой пункции не будет, мы тебя забираем тогда в Фрунзе, да, в город Фрунзе, чтобы там, может быть, там помогут. И меня прям ночью выкрали из больницы родители и привезли вот в Фрунзе. И здесь нам, значит, доктора поставили двухстороннюю пневмонию. И началось такое долгое лечение. Я 1,5 месяца пролежала в больнице. И вот тогда я увидела роль докторов, да, роль врачей, насколько они могут в жизни помогать людям. Но в то же время и могут быть ошибки, могут быть и проблемы. И мои родители всегда говорили: хорошо, что мы тогда тебя выкрали и не дали сделать пункцию, возможно, тогда могли быть такие осложнения, да, поэтому вот с тех пор вот у меня прям вот все, я буду врачом, я буду лечить людей, вот это все осталось. А как я ушла в сферу общественного здравоохранения, так скажем, да, я закончила мединститут, я проработала акушер-гинекологом в родильном доме, я принимала роды, я оперировала. И тут в один прекрасный день мы попадаем на международный тренинг, и на международном тренинге нам говорят: а вы знаете, сейчас очень актуально во всем мире работать в некоммерческом секторе. Ну, для нас это было новое, думаем, что такое некоммерческий сектор, что такое НПО, и нам тоже сказали, что это независимость, что это что вообще что это работа с населением, что это продвижение и адвокатирование вопросов, которые волнуют, да, общество. И мне вот это понравилось. Я думаю: тогда я, наверное, должна служить народу. Вот. И решила завязать с акушерством гинекологии и ушла в неправительственный сектор. Очень интересно. То есть вот это событие, да, которое произошло в вашем детстве, повлияло на то, чтобы вы в дальнейшем стали как раз-таки врачом, да? Да. И потом уже еще больше, можно сказать, расширили свою деятельность, стали общественным деятелем, да? И вот вы долгое время работаете уже директором общественного фонда «Альянс планирования семьи». Какие сложности были на пути становления вашей организации? С какими сложностями вы сталкивались? Ну, во-первых, открывать НПО и стоять у истоков и ее развивать – это вот самая основная проблема, как правильно стратегически построить, да, пошагово развитие данной организации. И самая основная проблема – это вопросы финансирования, да? Это поиск доноров, это постоянно ты ищешь доноров, постоянно развиваешься, пишешь проекты, переговоры. Ну и на рынке тоже надо же
зарекомендовать себя, вот поэтому это неустанный труд, это постоянно в движении, постоянно в поисках. Вот это, и, наверное, нам помогло остаться на рынке, и вот нам уже будет скоро 30 лет, да, нашей организации, и мы гордимся, что мы остались на рынке, и что мы являемся одним из считанных НПО, которые занимаются вопросами репродуктивного здоровья населения. Да, согласна абсолютно с вами. Это очень большая работа на самом деле, да, целых 30 лет быть на плаву и до сих пор реализовывать огромные страновые региональные проекты, которые поддерживают репродуктивное здоровье населения нашей страны. И вот вы сказали насчет доноров и насчет наверняка и государственный сектор, так и международные организации, они играют важную роль в вашей деятельности. И вы работаете в партнерстве с такими организациями международными, как GIZ, UNFPA, USAID и многие другие. Как у вас процесс сотрудничества складывается, и есть ли обратная связь от государственного сектора, от негосударственных, международных организаций, и как эту обратную связь вы в дальнейшем используете в своей работе? Во-первых, вот мы говорим о партнерах, сейчас не донорами называют их, да, а партнеры по развитию. С партнерами по развитию, во-первых, прежде чем наладить контакт, надо очень тщательно изучить всех партнеров. И если их мандат совпадает с нашим мандатом, то да, мы идем напрямую на переговоры, учитываем наши национальные интересы, учитываем мандат самой организации, да, международной организации, и совместно садимся за круглый стол и обсуждаем любой проект. В данный момент мы сейчас очень тесно работаем с Министерством здравоохранения и являемся тоже основным из исполнителей программ в области охраны материнства и детства. И мы сейчас, в данный момент, любая программа, которая работает в Кыргызстане, это трехсторонние переговоры, это соглашение, это обсуждение всех проблем. И на основании вот такой тесной коммуникации у нас все проекты очень благополучно, исполняются. И вот недавно мы делали анализ своих партнеров, и около 20 партнеров, международных партнеров работали с нами в течение этих 25 лет. И это большой опыт, потому что у каждого международного партнера, у каждого государственного партнера есть свои особенности, есть свой мандат. Поэтому мы гордимся, что мы проработали с 25 международными организациями и с нашими министерствами и ведомствами, которые работают в области охраны здоровья матери и ребенка. Угу. Да, более 20 лет. Это большой срок на самом деле, да? Это показывает о том, что и организации международные в Кыргызстане очень долгое время вносят большой вклад, да, и местные организации совместно с государственными. И такой вопрос. Что вас мотивирует работать над сложными и важными проектами в области репродуктивного здоровья? Лично вас? Основная мотивация – это то, что я хочу помочь женщинам, да, потому что у нас очень много проблем в области репродуктивного здоровья. Даже если взять проблему матерей, то вот на сегодняшний день мы на первом месте по материнской смертности среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. К тому же у нас ежегодно около 15 тысяч женщин рожают 2 раза в год. То есть в год 2 раза рожают, например. А должно? Это очень сильный урон на здоровье женщины. То есть женщина после родов, она должна соблюдать интервал. Мы говорим, рожайте сколько хотите, но только соблюдайте интервал. Так между каждым ребенком 2,5 года, да? Но у нас, вот смотрите, если около 140 тысяч родов в год, то из них 15 тысяч женщин – это женщины, которые в год рожают дважды. Есть женщины, которые каждый год рожают, это около 30 тысяч женщин, каждый год рожают. То есть эти женщины потом нам как раз-таки дают эту материнскую смертность. Поэтому основная мотивация, чтобы эти женщины
понимали, чтобы до них донести информацию, что очень важно, чтобы мама была живая, здоровая, чтобы она могла воспитать своих детей, а не оставить их сиротами, да, вот поэтому основная мотивация вот это, наверное, все время помочь нашим матерям, нашим девушкам, нашим женщинам, чтобы они были, знаете, вот наша кыргызская женщина – это очаг семьи, это если здоровая мама, да, и здоровые дети. Мне кажется, проблем должно быть меньше в этом плане. Вот поэтому основная мотивация – это вот все время развиваться, идти вперед и вперед и вперед. Угу. Как говорится, здоровая женщина, здоровая нация, да? Да, здоровая нация – это наше будущее, да? Да, согласна абсолютно с вами. Бывают ли моменты, когда у вас стресс, выгорание? Как вы справляетесь с таким состоянием? Вы знаете, вот если говорить о моей семье, то это, по-моему, самый отличный тыл для меня, потому что дома у меня всегда покой, да, и то, что мои внуки выбегают и встречают, и то, что тебя ждут дома. И все слова, которые они произносят, да, например, мой старший внук всегда говорит: ты жизнь моя, я люблю тебя бесконечно, да, и когда вот так приходишь уставшая с регионов, да, с дальних поездок, и вот когда внучка выбегает и говорит: баба, апокей, я тебя бесконечно люблю, и вы знаете, вот это все он снимает, моментально снимает все эти стрессы. И вот этот баланс между работой и семьей, он всегда должен быть. То есть не надо уходить там полностью головой в работу, да, или полностью там ушла в семью и работа на заднем плане. Вот когда есть баланс, мне кажется, у тебя бывает меньше стрессов и бывает меньше проблем. Самое главное — соблюдать баланс. То есть в то же время и работать, в то же время и обращать внимание семье, то есть заботу, любовь, потому что отдача идет. Отдача идет, и ты восполняешь эту энергию. Есть ли у вас какие-нибудь ритуалы или практики, которые поддерживают вас постоянно в энергии или же быть в ресурсе? Ну, вы знаете, ритуалы – это в основном… Я девушка иссыкульская, и меня вот вдохновляет, восполняет мою энергию озеро Иссыкуль. Мы стараемся почаще выезжать, и вот на берегу, сидя на берегу, медитация, бывает иногда и засыпаем на берегу, вот этот шум волны, вот это все, знаете, на самом деле восполняет энергию. Это такая мощная энергия. Я получаю в основном энергию от воды. То есть водопады, море, океан – это вот моя стихия. Вот вода – моя стихия. Я, когда плаваю, я восполняю свою энергию. Вот это вот для меня вот прям очень важно, чтобы вода рядом была, где идет восполнение моей энергии. Интересно очень. Есть ли у вас такой момент, когда у вас был такой сложный период? И если вы вспомните, то как вы с этим справились? И если бы у вас была возможность вернуться, что бы вы сделали по-другому? Вы знаете, у меня были сложные моменты, когда наша неправительственная организация «Альянс планирования семьи», были моменты, когда не было доноров, не было финансирования, и мы по 2-3 года сидели без финансирования. В этот момент были такие моменты, когда хотелось все бросить, вернуться в акушерство, гинекологию и оперировать, и все, обратно возвращаться. И меня что-то всегда сдерживало. Думала, если я сейчас все брошу, то столько лет, да, труда, и опять же, как же я своих женщин брошу, как же я брошу моих, так скажем, бенефициаров, так скажем, да? Потому что в каждом регионе у нас есть свои люди, с кем мы постоянно встречаемся, с кем мы постоянно работаем. И вот это, оказывается, для меня очень важно вот это общение.
я должна постоянно быть в движении, постоянно должна общаться с кем-то, постоянно должна обучать. То есть вот этот процесс, для меня вот это общение, это самый важный компонент моей жизни. Вот поэтому, да, были моменты, я хотела бросить, уйти, но нет, надо дальше писать. И мы 10 раз этот проект подавали, 10 раз неустанно ходили, 10 раз переговоры шли, и результат налицо, мы получали эти программы, эти проекты. Поэтому, мне кажется, один из таких самых ответственных моментов – это не сдаваться. Это не сдаваться, это труд все равно. Вы знаете, вот выхлоп есть, когда ты не сдаешься, и все время вперед и вперед и вперед. То есть, если бы вы вернулись в то время, вы бы себе сказали: не сдавайся. Да, это вот самое вот такое слово, да? Никогда не сдаваться. Все, никогда не сдаваться. Даже если тебя там растоптали, возрождение, как птица феникс, возрождаешься и опять встаешь и идешь вперед. Спасибо большое, Бактыгуль. Очень интересно, да, насчет того, что ваша деятельность, она в основном направлена на поддержание репродуктивного здоровья. У вас очень много достижений. Поделитесь ими. Достижения я, наверное, начну с того, что я сама, как личность, как работая в неправительственном секторе, я столько наград получила, и все так удивляются, ты как будто в госструктуре работала. Первое мое достижение – это было признание нашей работы со стороны Министерства здравоохранения, это была грамота, потом вручили отличника здравоохранения, далее мне дали грамоту от президента, дали тоже награды со стороны Джордж Кенеша, предпоследний созыв, потом нынешний созыв. И очень много наград со стороны государственного сектора, и плюс еще и от международных партнеров. Я считаю, что это очень большое достижение получать такие высокие награды. То, что вы сказали относительно репродуктивного здоровья, да, мы работаем как на национальном уровне, так и на местном уровне. На национальном уровне мы продвигаем именно законопроекты, которые необходимы для наших людей, для наших женщин, для наших детей, для наших семей, где мы четко просим улучшить доступ к услугам по репродуктивному здоровью, чтобы наши женщины получали качественные услуги в системе здравоохранения. И на национальном уровне, когда мы продвигаем данные законопроекты, нам приходится из кожи вон лезть, чтобы этот законопроект прошел. И как мы только их не продвигаем. Мы на личном уровне, да, личные связи приходим непосредственно к депутатам, разъясняем, объясняем, почему этот закон важен, нужен, что он нам даст. Подключаем все наши чары, силы и продвигаем такие законопроекты на национальном уровне. На местном уровне мы непосредственно работаем с семьями. То есть это женщины из уязвимых групп женщин. Те женщины, которые, да, живут ниже среднего, да, уровня, те женщины, у которых есть проблемы со здоровьем, те женщины, которые мигрируют, да, это внутренние мигранты женщины, внешние мигранты женщины. Также мы очень тесно работаем с религиозным сообществом по вопросам репродуктивного здоровья. И мы всегда говорим, что планирование семьи – это очень важный компонент для нашего народа, потому что запланированная беременность – это здоровые дети. Мы говорим, что планирование беременности, планирование семьи – это не ограничение рождаемости. Это если семья может воспитать 10, пожалуйста, рожайте. Рожайте, чтобы ваши дети должны быть здоровыми, то есть вы должны соблюдать интервал, да, между каждым ребенком и дать соответствующие знания, полноценное питание этому ребенку. А не просто, например, 10 родили и ни знания, ни здоровья, 50% детей с инвалидностью, и потом у них такие проблемы возникают в семье, этого недостаток, материальный недостаток, да, нездоровое питание, неполноценное питание, это может потом привести
очень большим проблемам в семьях. Поэтому мы пропагандируем, да, планируйте семью, пожалуйста, рожайте, но, пожалуйста, планируйте, чтобы, да, с умом подходили, чтобы наша молодежь, она была здоровой, чтобы дети рождались здоровыми. Вот это наш основной посыл для нашего населения. Вот вы сказали о том, что работаете и на местах с семьями, с женщинами, да, с матерями по вопросам планирования детей. Я знаю, что вы участвовали во множестве исследовательских проектах и по репродуктивному здоровью. Каким выводом вы пришли по итогам этих исследований? Ну, исследования у нас проводились по разным направлениям, и мы пришли к тому, что вот, например, ежегодно у нас около 40 женщин умирают по причине беременности. Во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Да? И мы сделали анализ, наши эксперты проводят анализ, какие женщины обычно умирают. И знаете, вот нарисовали портрет этой женщины. И какой портрет получился? Девочки, женщины, которые умирают во время беременности, в родах и послеродовом периоде, этой женщине от 23 до 35 лет. Это женщина из сельской местности. Это женщина со средним уровнем образования. Это женщина, которая постоянно подвергается домашнему насилию. Это женщина, возможно, мигрантка, есть такое. И это женщина, которая постоянно находилась именно под насилием именно в своей семье. Вот такой портрет вырисовывается. И мы говорим, что в самом рассвете сил, да, получается, наши женщины погибают. И поэтому наше исследование еще раз дает рекомендации, что необходимо работать с семьей. Очень важно. Не только женщина, а с семьей, потому что окружение – это муж, это гайненеси, это родственники, которые непосредственно влияют на создание семьи, на вот именно та модель, которую хотят выстроить наши молодожены, какая она должна быть. Но, к сожалению, наше окружение, наши родственники, да, они навязывают свою модель. И получается, вот тут и возникает конфликт. Потому что девочка бедная, она приходит в чужую семью, и когда ей навязывают, что ты должна быть такая, хотя она хочет стать другой, да, у нее своя модель, она хочет свою модель семьи сделать, но ей навязывают, нет, ты должна, вот должна, все время должна. А если это совместно с мужем, вот они садятся и сами решают, как это надо делать, тогда да, тогда это супер. Даже вот такой пример, да, когда мой сын женился, он сказал: мам, единственная просьба, никогда не лезьте в нашу жизнь, мы сами будем ее выстраивать. И я такая сразу обиделась. А что? Ты не успел жениться, ты уже нас забреваешь, типа, все, да? Мы вам не нужны. Да, я вырастила, родила, а теперь я не нужна, да, типа? Говорит: нет, ты всегда в нашей жизни, папа всегда в нашей жизни. Но мы сами будем принимать решения. Мы сами будем решать, что нам делать, как нам идти, какую модель нам строить. Не навязывайте вашу модель, у нас будет своя модель. Я говорю: хорошо. Я им делала самое хорошо. И я не пожалела, и вот не лезу, все. У них своя жизнь, у них своя модель. Гелеус, хонох болып кетеміз, все. Сый, урмат. Вот это самое главное, вот это самое важное. Дать возможность детям самим строить свою жизнь, свою модель. Наша задача направлять и рекомендации свои давать. Да, вот как раз вы подчеркнули про роль мужей, про роль отцов. И как раз-таки вы продвигаете проект «Позитивное отцовство». Да. Расскажите про этот проект, очень интересно на самом деле. Да, это уникальный проект на самом деле. В Кыргызстане он начал внедряться за последние 10 лет
то появляется этот проект, то исчезает, но какими-то элементами он начал свою работу, и вот последние 2-3 года уже при поддержке UNFPA этот проект начал опять свою работу. И сейчас мы очень хорошо начали внедрять позитивное отцовство. Это что? Это когда мужчина участвует в планировании семьи, мужчина участвует в воспитании детей, мужчина участвует в вопросах вообще здоровья. А это важный компонент, когда мужчина точно знает, да, как у жены там беременность протекает, какая группа крови, что там надо, какие анализы сдать. То есть он вовлекается в этот процесс. А не просто зачала и все, да, я свое выполнил. Нет, мужчина, он интересуется все эти 9 месяцев и говорит, вот первое шевеление плода, значит, ребенок должен тоже получать полезные витамины, минералы. Это очень важно. Давай синфолиевая кислота яички. Муж начинает поддерживать свою жену. И вы знаете, очень хорошо это влияет на женщину, когда муж непосредственно принимает участие в этом процессе. И когда мужчина еще участвует в воспитании детей, это, оказывается, во-первых, продлевается жизнь у мужчины, и плюс еще дети становятся очень самодостаточными, и они гордятся, особенно девочки. Девочки, когда получают ласку от папы, эти девочки вырастают самоуверенными, эти девочки вырастают самодостаточными, и они знают свое место, свою роль. То есть они гордятся своим отцом и говорят, да, мой папа учил защищать себя, да, мой папа всегда говорил, что я имею право сама решать, да, вопросы относительно моего здоровья, да, моего поведения и так далее. То есть когда папа участвует в воспитании детей и в вопросах планирования семьи, это напрямую влияет на вопросы здоровья семьи, на вопросы бюджета семьи. Вот у нас был такой интересный конкурс, мы проводили, как папы могут заплетать косички своим дочерям. Это был конкурс, когда несколько мужчин со своими дочерьми выходят, и на время они заплетают косички, да? А потом мы, когда услышали от девочек их мнение, каково это было, они сказали, мой папа первый раз прикоснулся к моим волосам. Это было так приятно, когда папа расчесывал мои волосы, когда папа прям гладил, да, мои волосы и целовал. Это понимаете, теплота и вот эта взаимосвязь между папой и дочкой, это очень важно, когда папа участвует в воспитании именно дочерей. Вот тогда, как раз-таки тогда и вырастают вот такие вот самодостаточные, умные девочки. И вот очень важно, чтобы отцы участвовали в планировании семьи, в воспитании детей, а не только зарабатыванием денег. Да, если, конечно, еще и зарабатывают. Но если человек собирается стать родителем, наверное, зарабатывать это в первую очередь, да, в нынешние. Но опять же, здесь мы говорим о балансе. Не надо все нагружать на мужчин. Вот ты должен зарабатывать. Нет. Должен быть баланс. Никто никому ничего не должен. Совместно, да? Они садятся вместе, в партнерстве и говорят: сен момну, мен момну, все. Давай вместе баланс. Если есть баланс в семье, то проблем не должно быть. Вот вы рассказали про отцов, которые заплетали волосы, которые поддерживали роли. Я сейчас вспоминаю своего отца, и он всегда мне говорил: вообще ничего не бойся, мы есть, я есть. Для тебя в первую очередь не замужество, а образование. Путешествуй, учись. И ничего не бойся. Вот эти 3 фразы я, кажется, очень часто слышала, и действительно повлияли его слова вообще в становлении меня, да, как личности тоже. Опять же, мы возвращаемся к нашим традициям, да. Всегда у кыргызов девочку почитали, да, кыздын кырча чогуу. И всегда кыз күйөөгө тийгенден, когда она возвращалась к родительскому дому, в родительский дом, ее сажали, где сажали? На самое почетное место. И если же женщина умная, если женщина образованная, то, и, соответственно, и экономический подъем в семье,
воспитания детей, здоровья детей, проблем меньше будет. Почему во многих странах, например, в Сингапуре, говорят, да, ты женишься именно на той женщине, у которой есть там диплом высшего образования. И вот они ищут таких образованных женщин, потому что образованная женщина, она как раз таки дает образованных детей. И в семье женщина с образованием, без образования, если сравнить, да, даже те же финансовые вопросы, как решать, как правильно распоряжать этими деньгами, ресурсами, которые есть в семье. Если женщина образована, то, естественно, это будет целенаправленно, да, вот то, что надо. Вот поэтому это очень важно. Образование девочки и воспитание со стороны отца, внимание, это очень важно. Да, действительно. Я изучила руководство, которое вы создали как раз-таки по позитивному отцовству. Поделитесь 5 топ-советами, каким должен быть отец. Ну, во-первых, отец должен быть заботливым. Это очень важно. Второе, отец должен быть ответственным. Отец должен быть, знаете, вот как вам правильно сказать, внимательным. Отец должен на самом деле обеспечивать семью, да, то есть это тоже это очень важный компонент. И отец должен все время сам должен развиваться. Вот образованный отец это тоже очень важный момент. Когда отец образованный, самодостаточный, да, отец, когда еще и заботится, еще очень внимательный, мне кажется, вот такой современный папа должен быть. Если всем этим 5 критериям будут соответствовать наши отцы, то вообще, тогда можно сказать, идеальные папы будут. Это на заметочку парням, да, мужчинам, которые планируют стать отцами. Очень интересно. И, Бахтыгуль, вот мы говорим о роли мужчины, о роли отцов в планировании семьи. И вы рассказали о том, что вот важно, чтобы женщина тоже, да, была образована, получала вот эту любовь. И в целом она имела свои какие-то определенные ценности, планы на жизнь. Вот какие качества, по вашему мнению, необходимо женщине, чтобы быть успешной? Вы наша ролевая модель успешная, вот вы для меня. Ну, я думаю, что, во-первых, женщина должна быть образованной, это очень важно. Женщина должна быть умной, потому что как раз-таки ум, да, он дает балансировать, не зашкаливать, не дошкаливать, не зашкаливать, то есть она должна ловить всегда этот баланс, да? Она должна быть самодостаточной, она должна быть заботливой, опять же, нежной, заботливой. Она должна быть мамой хорошей, да, если ты планируешь. Потому что забота, мама – это роль женщины. И если дети получают эту заботу, эту любовь, ласку, то, опять же, такие же дети вырастают. Заботливые, ласковые и образованные дети. Поэтому женщина еще и должна стремиться к самопознанию, и она должна постоянно быть в поисках чего-то нового. Вот тогда она становится интересной. Вот когда она все время в поисках, когда она интересуется все время чем-то, то с этой женщиной весело жить. Открывает что-то новое. Да, с ней очень весело жить. Просто весело и с этой девочкой общаться, и жить с ней очень весело. Ну и жизнерадостность, вот это тоже очень важный момент. Оптимистом быть тоже. А вот что лично вам помогло вот в становлении своей личности? В профессиональной сфере в том числе. Ну, во-первых, это вот мой самый такой, знаете, вот качество мое самое такое, что невозможно отнять у меня, это настойчивость. Это вот эта настойчивость, это все время. Вот если я что-то задумала, это все. Потом вот эта гибкость. Вот эта гибкость, во мне есть эта гибкость, и это с годами приходит.
Вот, может быть, в молодости у меня этой гибкости не было. Там были такие моменты, да, когда там вырубаешь и все. Нет, оказывается, надо быть погибче. И вот это именно качество быть гибкой, это тоже очень важно. Потом мы говорим человечность, адамгерчилик, да? Это же очень важно. Со всеми, с кем ты встречаешься, с кем ты общаешься, с кем ты работаешь. Ең негізгісі адамгерчилик деп айтамыз ғой қырғыздарда. Вот. Это адамгерчилик жоғары болуш керек. Это человечность, это включает все. Вот. И я, наверное, вот имею эти качества и не стою на месте. Все время вперед, вперед, вперед и не сдаваться. И у меня есть такое слово, я всегда говорю, что посеешь, то пожнешь. Вот посеял ты эти семена, если будешь поливать, если будешь ухаживать, если на самом деле будешь обращать внимание, то, естественно, такие плоды можешь собрать, да? И в работе, и в семье, то есть везде. Что посеешь, что пожнешь. Ну, если ты, извини меня, не посеял и забыл, да, какие плоды, какой выхлоп? Нету никакого выхлопа. Вот поэтому все от тебя зависит. Всегда надейся на самого себя. Вы прям сказали слова моего отца. Потому что он тоже... Потому что, да, мои родители, мой папа всегда говорил: балам, өзің тың бол. Мама тоже всегда говорила: өзің тың бол. Только сама себе можешь, да, нарисовать себе красивую жизнь, если захочешь. Все от тебя зависит. Поэтому все зависит от самого человека. Если человек захочет, он сделает. Если он не захочет, хоть облет бейся, хоть там, я не знаю, 1000 раз все это подтверждай, доказывай, никакого продвижения не будет. Поэтому человек сам должен этого хотеть. Угу. Интересно. А вот какие фильмы или книги вы бы посоветовали? Ну вот «Унесённую ветром», да? «Унесённую ветром». Вот это же в детстве я ее пересматривала там 15 раз. И все время, да, очень сильно. Вот жилка у нее была такая, да, вот она. Об этом я подумаю завтра. И вот прям на самом деле она не парилась, она не загружала людей. Она просто сказала: об этом я подумаю завтра. То есть время подумать и завтра. Это вот для меня был такой, знаете, вот поучительный фильм, что никогда не надо сдаваться. Да хоть ты там... Помните, да, какие у нее проблемы были? Она из занавесок сшила себе платье и пришла на прием и победила, да? Способность решать любые вопросы, да? То есть вот эта сила, внутренняя жилка и вот эта настойчивость. И не сдаваться. Вот это самое важное было в этом фильме. И я вот всегда вот пересматривала этот фильм и думала: я тоже буду такая. Не буду я сдаваться никогда. Спасибо большое. И о чем вы сейчас мечтаете? Я мечтаю, чтобы моя жизнь продолжалась в этом же русле, чтобы она была самодостаточная, спокойная. Мечтаю, чтобы мои дети, мои внуки окружали нас своей любовью. И хочу, чтобы они выросли достойными детьми, да, достойной личностью, да, как я говорю обычно. Жакшы бала эл каратат, жаман бала жер каратат деген сөз бар. Я хочу, чтобы наши дети элди каратып турсун, биздин башыбыздычы өйдө көтөрүп. Вот это гордость для родителей. Вот. И моя мечта еще, знаете, вот спокойствие, мир в нашей стране, мир во всем мире. Когда есть мир, вот эти войны, к чему только они приводят, вы видите, какие последствия. Я вот всегда молю Бога, чтобы мир был у нас, спокойствие, мир и достаток. Вот это как бы моя мечта на будущее. Да, спасибо большое, Бактыгуль. И на этой прекрасной ноте у нас есть небольшой блиц-опрос. Хочется вам задать эти вопросы. Кымыз или чай? Кымыз. Если бы вы могли оказаться в любом месте мира прямо сейчас, куда бы вы поехали? В Сингапур. Вау. Сова или жаворонок? Я жаворонок.
Окей. Самое необычное место, где вы провели рабочий день? На берегу речки. Какой? Это был Нарын. Мы проводили, брейк во время тренинга и проводили игры на берегу речки. Классно. Как раз-таки вы говорили про воду, да, то, что вода вас успокаивает. Интересно. А что вы скажете себе в стрессовой ситуации одним словом или фразой? Успокойся. Успокойся. Книга, которую стоит прочитать каждому и каждой. Ну, вы знаете, я обожаю Чингиса Айтматова. Джамилю я перечитывала тоже несколько раз. И вот последнее вот его произведение «Тавра Кассандры», да, вот это меня прям впечатлило, я тоже ее. Рекомендуете? Да, вот рекомендую. Ага, спасибо. А если бы у вас был день без работы и обязанностей, чем бы вы занялись? Я, наверное, плавала бы. Вот прям вот плавала бы. Вот с утра до вечера плавала бы, наверное. Ага. С кем бы из исторических личностей вы бы хотели встретиться и пообедать? Из исторических личностей? Ну, наверное, с Бимсара Бишналивой почему-то. Угу. Почему? Ну, потому что она вот сильная личность у нас, да, вот балет. Меня всегда восхищало это. Я когда в детстве хотела стать балериной, было такое. Вот поэтому, наверное, с ней. Интересно. А если бы вам дали $1 миллион на улучшение общества, на что бы вы их потратили? Я, знаете, открыла бы большой центр. И у меня вот мечта, да, тоже открыть большой центр для семей, где они могут получать информацию, где они могут получать рекомендации, где они могут получать первую помощь, где они могут получать первую психологическую помощь. То есть вот зашел в этот центр и по направлениям зашел и получаешь эти услуги. И специалисты, даже не спрашивая, что, как, просто оказывают эту помощь и с удовольствием сидят с тобой общаются. Психологи, да? Например, да? Да, именно. например. Угу. Интересно. Надеюсь, $1 миллион кто-нибудь переведет на ваш счет. А если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался? Иди и не сдавайся. Вау. Вот так бы, наверное, назвала. Мотивационный фильм, да? Мотивационный фильм будет. И про женщин это, наверное, больше всего. Иди и не сдавайся. Здорово. Любимая цитата, которая всегда вас мотивирует? Вот, всегда мотивирует, что посеешь, что пожнешь. Ага. Вот это моя любимая цитата. Ага. Спасибо большое, Бактыгуль Баталовна. Было очень приятно с вами обсудить сегодня. Узнали о вашей жизни, о вашем становлении, о вашей деятельности. Благодарим вас за вашу работу, за вклад, который вы вносите в развитие общества. И если хотите, можете сделать обращение нашим слушательницам. Спасибо вам большое, Кундуз. Мне было очень приятно, на самом деле, побеседовать, да, душу. И что бы я хотела сказать? Я хотела бы сказать, обратиться к нашим женщинам, чтобы они любили себя, чтобы они всегда ставили себя на первое место, а потом остальные. Если она самодостаточна, если она самоуверенная, то все у нее будет хорошо и в семье, и на работе, и в обществе. И всегда выбор за ней. Как она захочет, так и будет. Потому что ничего невозможного не бывает. Все зависит от тебя. Поэтому я желаю нашим девочкам, нашим девушкам, нашим женщинам всегда быть самим собой и идти и не сдаваться. Идти и не сдаваться. На этой ноте мы заканчиваем наш первый подкаст. Наши подкасты посвящены женщинам, которые вносят большой вклад в развитие общества. И была с вами я, Кундуз Джекшенкзе. До скорой встречи.